не отдал он своего преимущества. Вот так вот на зубах, на характере вытащил эту схватку и вышел в финал. Здесь он обещал продемонстрировать себя в полной мере, а потому ждем зрелища. Ну и Андрея Бекренева также не стоит списывать со счетов. Парень этот довольно-таки амбициозный. В последнее время ощутимо прибавил, и поэтому будет хорошей проверкой его финал против опытного Арьяна Тютрина. И пока прибирает к рукам инициативу именно Бекренев. Минута истекла. Делает замечание рефери Бекреневу. Вновь продолжение борьбы в центре ковра. Ищет возможность для прохода и находит таковую. Андрей Бекренев забирает ногу своего соперника, вырывает ее в свою очередь Арьян Тютрин, но очень близок к тому, чтобы зайти за спину своего оппонента. Андрей. Нет, не удается. Прихватывает шею своего соперника, соединяет в захват руки на уровне груди. Ну и ожидаемо пытается все-таки зайти за спину своего оппонента. Нет, выстоял в этой атаке Арьян Тютрин. Ни шатка, ни валка начинает обладатель Кубка мира. Но еще не вечер, как говорится. И дают 30 секунд на активность Андрею Бекреневу, по истечении которых балл может достаться Арьяну Тютрину. Пока безошибочно действует в обороне Арьян, но все-таки опасные атаки Андрея Бекренева, которые все ближе и ближе к цели. Вырывается он из захвата, но вяжет вновь своего оппонента Арьян Тютрин, выигрывая время, а вместе с тем и балл, который достается ему по итогу пассивной борьбы оппонента. Ну вот, активизируется Андрей Бекренев, забирает ногу своего оппонента и приземляет того на ковер. 2 балла есть и выходит вперед. Бекренев все-таки достигли адресата его действия. Сумел он конвертировать их в преимущество на ковре. Не только на ковре, но еще и на табло. И 26 секунд до конца первого периода. Арьян Тютрин спортсмен довольно-таки опытный и проповедующий атакующий стиль борьбы. Вот здесь чувствуется, пока еще не совсем в оптимальных кондициях находится легионер из Якутии, который привык обычно действовать в более агрессивном атакующем ключе. Достаточно вспомнить его борьбу 2019 года, когда он стал обладателем Кубка мира в родной Якутии, выступая еще за Россию. Также лично я присутствовал на его финальном поединке против Артаса Санаа на польском турнире Вацлав Циолковский, где в совершенно другой форме пребывал Арьян Тютрин, был заряжен и как тигр бросался в ноги своему сопернику, и не было абсолютно никакого контрприема и противоядия против его настырной борьбы у соперников. Победил он и Рамиза Гамзатова, и Артаса Санаа, Нурислама Санаева, представляющего Казахстан. Но вот сейчас пока только лишь на пути к той форме находится Арьян Тютрин. Но, в принципе, начало года, поэтому все впереди. Тем временем второй период начинается уже с атаки Арьяна, который понимает, что не стоит откладывать дело в долгий ящик. И надо наращивать давление, иначе все грозит неприятностями. 2 минуты 30 секунд еще есть у Арьяна для того, чтобы предложить что-то интересное и в то же время сложное своему сопернику, против чего у того не найдется аргументов. Но пока готов, оказывается, к действиям своего оппонента Андрей Бекренев. И вот тут же стремительно контратакует и очень близок к тому, чтобы набрать очередные баллы. Затягивает ногу в захват.
повторяет свой, в свою очередь, захват Ариан Тютрин, но все-таки выводит, прям выталкивает, я бы сказал, за ковер своего соперника. Андрей Бекренев набирает еще балл. 3-1 счет. Но Ариан Тютрин тот еще тактик. У кого-то менее опытного может сложиться впечатление, что все, дело уже сделано, у его соперника одно не тут-то было. Он может собраться даже на последние 5 секунд и кардинально изменить исход встречи, но пока этот исход меняется не в его пользу. Еще 2 балла набирает Андрей Бекренев, и вот вам уже дело пахнет сенсацией. То есть сам по себе этот стиль атакующий Андрея Бекренева ни для кого сенсацией не стал, и его победа также не станет. Сенсация — это вот этот характер и сценарий поединка, что пока что в одну калитку развиваются действия. Вот это уже такой своего рода сюрприз для специалистов, поскольку все-таки предполагали, что борьба будет, если и не равной, то во всяком случае довольно близкой. Ну хотя, с другой стороны, счет на табло не совсем отражает манеры поединка. Все-таки Ариан Тютрин тоже местами был близок к успеху, и поэтому прям так сказать, что он не заслуживает большего количества баллов, нельзя, но пока имеем то, что имеем. Андрей Бекренев ведет со счетом 5-1, и 50 секунд есть еще у него для того, чтобы упрочить свое преимущество и для того, чтобы не позволить Ариану Тютрину приблизиться к нему, а это все-таки происходит. Пока еще выраженное не в баллах, но максимально близко находится Ариан Тютрин в своем атакующем порыве к Андрею Бекреневу. Забирает 2 балла, приближается еще. И 25 секунд есть у Ариана Тютрина извлечь максимальную выгоду из этой позиции, иначе будет очень сложно что-то поменять. Нет, все-таки оставляет интригу рефери. И я думаю, что это очень хорошо для болельщиков в том смысле, что эти 15 секунд уж точно будут насыщенными и максимально захватывающими, поскольку и тому, и другому нужно атаковать. Ариану Тютрину кровь из носу надо набирать баллы, но 5 секунд. Хватит ли времени для того, чтобы это сделать? Нет, к сожалению, для болельщиков Ариана Тютрина. Проигрывает он эту схватку. В атаке проигрывает. Пошел он ва-банк, что называется, но не хватило энергии и времени Ариану Тютрину. А Андрея Бекренева мы поздравляем с завоеванием золотой награды чемпионата Беларуси. Сделал он все грамотно, шел целеустремленно и настырно к своей цели. С первой и до последней секунды старался навязывать свою борьбу, работать первым номером. В большей степени это ему удалось, а потому заслуженно забирает медаль высшей пробы чемпионата Беларуси 22. Наши поздравления!